А вы знали, что компьютеры и смартфоны существуют благодаря арабам? Арабский ученый Аль-Хаваризми в IX веке ввел ноль. Это открытие стало основой алгебры и всех современных технологий. Неправильно говорить, что если бы не было ученого Аль-Хорезми, то сегодня бы мы не имели бы возможность пользоваться гаджетами и другими приспособлениями, так как в то время уже были огромное количество других ученых, что персов, греков, арабов, индийцев и так далее. По поводу цифр, Аль-Хорезми пользовался индийскими цифрами, но издавал книги на арабском языке, в результате чего по всему халифату начали говорить арабские цифры, и эти книги были распространены в Европе, и европейские ученые из-за того, что книги были написаны на арабском языке, начали назвать индийские цифры арабскими цифрами. По поводу происхождения, Хорезми родился в IX веке на территории Хорезма. Есть источники, где говорят, что арабы называли его Аль-Маджуси, то есть маг. Из этого следует вывод, что он был из рода зороастрийцев, а зороастрийцы это персы. Сегодняшние таджики являются прямыми потомками зороастрийцев, из-за чего мы празднуем такой праздник, как Навруз. Кем бы он ни был, он внес огромный вклад в развитие человечества, создал алгебру как самостоятельную науку, из-за чего его и называют отцом алгебры, составил одну из первых карт в мире. Но, по мнению многих ученых-востоковедов и исламских ученых, по месту его рождения, по его происхождению, он ближе всего относится к персам, зороастрийцам. А тогдашние персы – это сегодняшние таджики. Мира вам и размышления. Ассаламу алейкум.